Здравствуйте, уважаемые наши ученики. Дорогие друзья, добро пожаловать на наш прямой эфир. Очень рад, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы с нами. Большое спасибо, что вы найдете время, участвуете в наших эфирах. И сегодня буду говорить книги, которые я рекомендую. Вообще, на самом деле, я рекомендую людям много читать. Некоторые люди любят читать, а некоторые не очень любят читать. Но я считаю, что если вы любите читать книги, вы больше добьетесь. Но читать все подряд сейчас нельзя. Сейчас такое время, что все подряд читать нельзя. Почему? Потому что ваш мозг, это не... запомните, пожалуйста, что ваш мозг это не хранилище для информации. Это не какой-то жесткий диск или не какой-то там сервер, чтобы вы хранили просто кучу информации и так далее. Ваш мозг это не для хранилища. Поэтому просто взять подряд все читать это не стоит. Это очень важно понимать. Надо читать те книги, которые на данном этапе вашей жизни нужны. Я повторяю, надо читать только те книги, которые на данном этапе вашей жизни являются актуальными и необходимыми. Поэтому наш мозг – это не хранилище для информации. А раньше, например, когда мы в школьные годы учились, это все ценилось. Если чем больше вы запоминали хорошо, якобы это было показателем, что вы умный человек и очень образованный и так далее. Но сейчас, видите, в данный момент современная технология позволяет вам любую информацию на ходу, на ходу найти прямо через Google или там и так далее, и так далее. Исходя из этого, нет необходимости, чтобы вы, скажем, все запоминали. Все запоминать сейчас нет необходимости. Наш мозг – это процесс для принятия решений, для того, чтобы вы делали некие анализы, для того, чтобы вы, можно сказать, приняли правильные решения. Успех нашей жизни от чего зависит? От качества решений, которые в повседневной жизни вы принимаете. Вот каждый день вы принимаете какое-то решение. Согласны? Каждый день. Вы принимаете решение, открыть бизнес, не открыть, работать здесь или не работать, брать кредит или не брать, давать долг или не давать, и так далее, и так далее. Создать семью или не создать. У вас постоянно, я не имею в виду, что вообще варианты создать, варианты, что с этим человеком быть партнером или нет, или в этом городе открывать бизнес или нет, или с этим человеком создать семью или нет. Ваш мозг постоянно должен принимать решения. С утра до вечера вы занимаетесь принятием решений. Чем больше вы принимаете качественные решения, то есть качественные решения, тем быстрее вы приближаетесь к своей цели. Поэтому от качества решений, которые вы принимаете, зависит ваш успех. Чем меньше вы принимаете, то есть смотрите, чем больше вы принимаете качественные решения, вы приближаетесь к своей цели. А чем больше ошибочных решений, вы отодвигаетесь от цели. Поэтому качество вашего решения определяет, станете ли вы успешным или нет. Поэтому наш мозг – это процессор для принятия решений, для того, чтобы анализировал. Он не является, скажем, хранилищем информации. Поэтому все подряд читать не стоит. Все подряд читать не надо. И надо читать именно на том этапе вашей жизни, что является актуальным. Я буду сейчас несколько важных этих книг рассказывать, которые мне помогли в свое время, и которые и сейчас помогают, и так далее. Некоторых книги я повторно читаю и так далее. Внимание обратите. Если вы только-только хотите открывать бизнес, если вы только-только хотите открывать свое дело и так далее, и у вас не хватает уверенности, и у вас не хватает мотивации, или у вас не хватает ресурсов и так далее, и так далее. Что вам помогает? Какие книги вам помогут в таком этапе? Недавно прочитал одну книгу, быстренько пролистал, называется «Иди туда, где страшно». «Иди туда, где тебе страшно». Хорошая книга, название забыл. Это китаянка, которая уехала в Америке, или кореянка, что ли, которая уехала в Америке. Кореянка. Она расписывает именно ту историю, которой в свое время мастер Шаолинь научил ей именно о том, как преодолеть, потому что в те времен корейские семьи, девушки не тренировались восточными единоборствами и так далее. Как она описывает, что несмотря на то, что это было противоречило полностью менталитет того времени, менталитет своего общества и так далее, она ходила и начала тренироваться, начала заниматься и так далее. И она говорит, как это потом в жизни ей помогло, когда приехала в Америку и так далее, и так далее.
То есть, если вы не хватает мотивации, не хватает что-то такое для начинать что-то делать, вы переживаете, вы боитесь и так далее, найдите эту книжку, почитайте. Это очень хорошая книга, правда, очень вам понравится. Это автор, она девушка, у нее несколько книг, но одну его книгу я полистал, очень классная книга. Хочу вам сказать, помогает, мотивирует, вдохновляет тех людей, которые хотят делать один шаг к встрече своей цели. Это для такой категории людей. И еще рекомендую из такого серии какие книги. Подсознание может все. Прочитайте эту книгу. То есть эти книги как раз позволяют вам начинать подготовить свое сознание, преодолеть психологические барьеры и так далее. Прочитайте книгу, то есть подсознание может все, это автор Джон Кеха. Или почитайте книгу «Действуй». Книга Исхак Пантасевича «Действуй». Возьмите и делайте. Просто берите и делайте. Действуй. Очень хорошая книга Исхак Пантасевич и так далее. Эти книги как раз направлены помогать такого категории людей или таком этапе жизни. В таком этапе жизни, я бы сказал так, в таком этапе жизни, чтобы не сдаваться и так далее. Или, скажем, найдите мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Прочитайте эту книгу, она как раз меняет ваше мышление кардинально, очень сильно помогает, чтобы вы видели, скажем, пути решения, вы видели, с чего начать, вы видели, почему одни люди думают так, другие так и так далее. У вас будут куча вариантов, которые очень сильно вам помогут. Следующая книга, которую для такой категории людей или для такого этапа жизни я рекомендую, это классическая книга, которая всем необходима, это «Думай, богатей». Прочитайте эту книгу многократно, она очень сильно поможет вам. Вот, эти книги, которые в этом области. Теперь, если вы попали в долгах, если вы в трудности, если вам тяжело, если в данный момент, то есть это, видите, другой этап жизни, другой категория, другая ситуация в вашей жизни. То есть вы попали, не получается, вы что-то стараетесь, как-то не идет дела и так далее, и так далее. Бывает же такое в жизни? Бывает. Если вы в таком же состоянии находитесь, прочитайте мою книгу «Духовное законе богатства». Найдите эту книгу «Духовное законе богатства» и внимательно изучайте эту книгу. История Мехрона и так далее. Я его написал именно таким подходом, как художественным подходом, чтобы человек, изучая эту историю, вникая в этот образ, он понимал, как пути решения найти и так далее, и так далее. Найдите книга «Духовное законе богатства». Вот так и называется. Это, я написал эту книгу в 2013 году. Это очень сильная книга, очень сильно поможет вам. Или другая книга из серии моей книги, это «Долги тают на глазах». Если вы в долгах, прочитайте эту книгу, эта книга как раз даст вам, вот внимание, если духовное законе богатства даст вам стержень, даст вам духовная надежда, даст вам духовный интеллект, внутреннее спокойствие, дает вам эта книга «Духовное законе богатства», а книга «Долги тают на глазах» покажет вам, как работать с проблемными кредиторами, покажет вам, как разработать систему, которая позволяет вам выбраться из долгов, поможет вам, как избавиться из всей этой критики, то есть избавиться от мышления должников и так далее. Поэтому, если вдруг случайно вы попали в долгах, трудности и так далее, прочитайте книгу «Долги тают на глазах». И третья книга, которую я рекомендую в этом положении жизни, то есть в этом состоянии, это книга, которая мне помогла в свое время. Это книга «Каменное лицо, черное сердце». Автор тоже одна китаянка, которая уехала в Америку, и она написала, это крутая книга. «Каменное лицо, черное сердце». В свое время, когда был в долгах, эта книга мне помогла, очень сильно помогла. В 2008 годах, 2009 годах, когда был в долгах, и я чуть не сломался внутри и так далее, эта книга воспитывает именно воинский дух. Вы внимание обращайте, что название такое страшное. Название выглядит страшно. На самом деле, представьте так, каменное лицо, черное сердце. А почему называется каменное лицо? Это означает, что может быть вам тяжело в жизни, может быть вам трудно, но что бы ни было в вашей жизни, вы должны лицо держать уверенным, счастливым. Внутри вашей
То есть эмоция не должна отражаться на ваше лицо. Может быть, у вас дома проблема, может, у вас дома развод, может быть, у вас там куча долги и так далее. Ваш страх и ваша тревога не должно быть на ваших глазах и не должно быть на ваше лицо. Ваше лицо должно быть сядь как короля, как воин и так далее. И знаете, это мне сильно помогло в свое время, эта книга. А почему черное сердце? Это означает, что не жалей себя и не жалей других. И если это помогает достигать цель, иди навстречу к своей цели, даже порою, когда тебе тяжело, порою, когда трудно. Поэтому черное сердце. То есть, вот видите, черное сердце – это дух воина, который не боится. И, понимаете, это как похоже, знаете, на что? Это похоже на хирурга. Хирург не должен жалеть своего пациента. Если хирург будет жалеть своего пациента и эмоционально подойти, что ой, який пациенту больно и так далее, соответственно, пациент умрет. Пациент умрет. Поэтому жалость хирурга могут привести к гибели пациента. Поэтому, исходя из этого, надо делать выводы, что черное сердце именно с этим связано, что не жалеть никого и никогда, и самому не быть жертвой. Самому не стать жертвой. Поэтому найдите, прочитайте эти книги. То есть получается, что в таком положении вашей жизни читайте эти книги. А если вы хотите, в данный момент вы находитесь в другой положении, и вам нужны книги о деньгах, знания о деньгах, как сохранить, как приумножить и так далее, рекомендую несколько книг. Прочитайте книги Роберта Кийосаки. Это «Квадрант денежного потока», «Богатый папа», «Бедный папа». Это его книги, которые можете прочитать о деньгах. Или книга «Мой сосед миллионер». Очень крутая книга. Не помню автор кто, честно, давно прочитал. «Мой сосед миллионер» называется. Прочитайте эту книгу. Или скажем, что найдите мою книгу «Я и деньги». Прочитайте книгу «Мое я и деньги». Когда вы почитаете мою книгу и читаете книги других авторов в области денег и так далее, вы сразу поймете у каждого автора его авторский подход, авторский стиль и так далее. Моя книга помогает вам систематизировать управление семейным бюджетом. Это есть моя авторская система, которую я разработал и написал в этой книге. Книга «Я и деньги», первая часть и вторая часть. Благодаря этой системе несколько десятка тысяч, может быть, сотни тысяч людей достигли финансовой стабильности. Если вы практикуете, внедряете систему, модель счета управления семейным бюджетом. Именно благодаря эту разработку мне давали доктор экономического развития. Именно благодаря этого, именно эта система, потому что эта система помог огромное количество людям прийти к финансовой стабильности. Просто практикуйте, вы сами поймете, как это работает. Поэтому, если вы в деньгах хотите быть успешным и так далее, прочитайте эти книги. Значит, еще книга, которая в деньгах необходимо вам прочитать, это «Самый богатый человек в Вавилоне». Необходимо прочитать эту книгу и соблюдать все законы, которые пишутся в этом книге. Правда, они написаны в виде сказки, но вы не должны относиться к этому, как будто это сказочная книга или что-то-нибудь такое. Я помню однажды, когда я эту книгу давал одному своему однокласснику, я ему сказал: брат мой, почитай эту книгу, если ты поймешь, тогда я могу посоветовать, что можно делать и как это практиковать и так далее. Он, не знаю, почитал или не читал. Через несколько времени, когда мы встретились, он мне говорит: ну, Саид Мурод, вы даете. Я говорю: о чем? Он говорит: да, ты веришь всяким сказкам. Я говорю: что? Он говорит: да ты веришь всяким сказкам. Я сказал: знаешь, брат, просто у всех людей жизнь это сказка. Просто она у кого-то богатая сказка, у кого-то она бедная сказка. И, к сожалению, это так. К сожалению, так. Жизнь это есть сказка, но только эту сказку пишешь ты сам. Ты сам это делаешь. Поэтому рекомендую вам, если в деньгах вы хотите быть профессионалом и так далее, прочитайте эти книги, которые я сейчас только что рассказывал и так далее. Они вам очень сильно помогут. Очень-очень сильно помогут. Вот. Или книга «Мой сосед миллионер». Крутая книга. Он вам показывает пути, как там... Там есть история, по которой там человек делает, и идет, и так далее, какие пути достигает, и так далее. И есть момент, когда он дальше не знает, что делать. То есть есть такой момент в этой книге, когда он все сделал, и результатов не такой много, и тогда сидит и спрашивает там женщину, которая там помогала ему, он говорит: послушай, ты делал все то, что от тебя зависело, а теперь полагайся
на Всевышнего или полагайся на жизнь. То есть ты сначала делай все то, что от тебя зависит, но ты должен понять, что теперь в некоторые моменты надо набрать просто терпение и ждать. То есть там много крутые вещи, изучайте эти книги, это вам сильно помогут. То есть эти книги, соответственно, если вы находитесь на этапе, когда вы хотите научиться зарабатывать, научиться формировать финансовый интеллект и так далее, и так далее. Вот. Теперь, если вы хотите пути личной эффективности развивать, если вы хотите развивать свою личную эффективность, чтобы вы успевали больше делать, чтобы у вас личностный рост вырос, вы выросли духовно, вы моральные ценности у вас выросли, понимаете? Тогда изучайте книги Стивен Кови. Это «7 навыков высокоэффективных людей». Одна из книг, которую я наверняка очень много раз прочитал снова. Я прочитал эту книгу очень много раз. То есть получается, что книга «7 навыков высокоэффективных людей» делает вас как сильную личность внутри. Вы станете проактивным человеком. Что такое реактивный, что такое проактивный? Реактивный – это означает, когда вы реагируете на все то, что происходит вокруг вашей жизни. Другими словами, внешние обстоятельства управляют вами, и вы на это реагируете. Вот. Иногда трудности, иногда кризисы, иногда сложности и так далее. И вы реагируете на все это подряд. Это реактивный человек. А если вы проактивный, это означает, что независимо от того, что происходит вокруг вас, вы действуете, исходя из свой внутренний мир, вы действуете, исходя из свое внутреннее состояние и так далее. В любом ситуации, даже кто-то может прийти и глупо оскорблять вас, но у вас есть выбор, брать это оскорбление или не брать. У вас есть всегда выбор, потому что вы проактивный человек, и вы внутри сильный, имеете власть над собой, над своим эмоциям, над своим, можно сказать, сознанием, над своим страхом, соблазном и так далее. Вы сами принимаете осознанные решения. Вас не могут со стороны манипулировать, вас не могут ситуации и так далее сломать снаружи и так далее. Вы действуете всегда изнутри, потому что в принципе действия изнутри – это в принципе творение этого мира. Посмотрите, зерно, пшеница или возьмите любую вещь, она изнутри созревает и рождается новая жизнь. Так? Человек тоже рождается в невидимом мире. Она сначала женщина забеременеет, но даже она сама не знает, что она забеременела, только через 4 месяцев она поймет, что у него там, когда начинается ребенок шевелиться и так далее. Понимаете, я что хочу сказать? Везде жизнь, то есть творение, что-то новое рождается изнутри. То же самое посмотрите на уровне интеллекта или творчества. Все изнутри рождается в вашей голове в виде идеи, в виде видения будущего, в виде какой-то такой мысли и так далее. Это все рождается. То есть вы поймете, вы изучаете эту книгу, вы станете более эффективным, более сильным и так далее. А для того, чтобы развивать свой духовный интеллект, духовную сторону развивать и так далее, я рекомендую книгу автор Ошо. Это «Горчичное зерно». Это супер книга, очень-очень классная книга «Горчичное зерно». Конечно, сам автор, он такой своеобразный, только берите то, что вам поможет, а то, что, скажем, противоречит вашей ценности, ну, можете не брать. Берите то, что полезное только, потому что каждый автор по-своему преподносит, но берите то, что самое полезное. Одна из его книг – это «Творчество», или другая книга у него «Интуиция», другая книга у него там «Харизм». И так далее. У него очень много книг, колоссальные книги. Одна из крутая книга, которая для развития свой внутренний мир я бы рекомендовал, это книга автор Ошо, называется «Эго». Прочитайте эту книгу «Эго», чтобы победить свой эго. Я считаю, что человек, который имеет власть над свой эго, это великий человек, это мудрец, это сильный человек, которого можно очень сильно уважать, потому что ваше эго – это очень опасная штука, понимаете? Ваше эго убьет вас. Именно что, за счет чего мы много страдаем, это за счет собственного эго. Поэтому рекомендую эту книгу в обязательном порядке прочитать. Если вы хотите, вы находитесь на этом этапе, где необходимо развить ваш духовный интеллект и так далее, духовное состояние, прочитайте книги Хазрат Инаят Хан, прочитайте книги, там у него много, кто же книг Хазрат Инаят Хан автора, или прочитайте книгу «Чайка по имени Джонатан», классная книга для личностного роста и так далее, или «Алхимик».
Пауло Койло, автор «Алхимик». Это колоссальная книга, «Заир», «Алхимик» и так далее. Они крутые книги. Можете изучать их. Или там «Черный лебедь». Я много книги могу вам говорить иногда названий, но авторов иногда забываю, поэтому если вы поищете интернет и так далее, сами найдете. Видите, эти книги позволяют, например, книга «Черный лебедь», это о чем говорит там Талиб? Он говорит о том, что если, то есть нельзя только свою точку зрения доказать другим, потому что не всегда твоя точка зрения бывает правдивыми. Бывают и другие точки зрения, надо уметь принимать их. Если в твоей жизни не было это не означает, что не существует это. Если в твоей жизни этого нет, это не означает, что этого нет. Например, я заметил, что есть люди, которые считают, что богатым стать это трудно, это нереально, это невозможно, это не так просто. А почему? Потому что в их жизни этого не было. Потому что их окружают одни такие, как они сами. Ну тогда скажите мне, пожалуйста, откуда появляются эти корпорации, откуда появляются эти высокоэтажные дома, это куча машин, куча чего и так далее. Поэтому, если в вашей жизни не происходит изменений, если в вашей жизни не происходит богатство, это не означает, что их нету. Они есть, еще как, их очень много. Изобилие этого мира, милосердие Всевышнего, она безгранична, она никогда не заканчивается и так далее. Поэтому просто берите их, используйте на благо и так далее. Видите, если вы находитесь в этом этапе, читайте эти книги. Вот. Теперь, давайте перейду в сторону бизнеса. Если вы бизнесмен и у вас есть собственный бизнес, или вы развиваете свой бизнес и так далее. Хотите развивать продажу, читайте книги по продаже. Например, книга Исхак Пантасевич «Продавай». Крутая книга. Или, например, книга Игорь Манн, это «Клиентоориентированность». Очень крутая книга. Или «Маркетинг без бюджета». Очень крутая книга. Читайте эти книги для того, чтобы поток клиентов увеличивать, чтобы, скажем, система продажи наладит, понимать пробный продукт, основной продукт, VIP-продукт. Многие вещи вы поймете в этих книгах, они есть. Читайте эти книги, они вам дадут очень много инструментов. Очень крутые инструменты есть в книге, вот это клиентоориентированность у Игермана. Очень много крутые инструменты есть по продаже у книги «Продавай» у Исхака Пантасевича. Читайте эти книги, там очень много хорошего. Правда, они вам очень сильно помогут. Дальше. Если вы хотите долю рынка иметь, если вы хотите быть конкурентоспособным, и чтобы ваша компания долго жила, чтобы ваша компания мог долго жить и так далее, тогда прочитайте книги по, например, такие книги, так, «Стратегия Голубого океана». То есть вам надо быть стратегом, вам надо стать стратегом, вы должны думать стратегически, чтобы построить бизнес на долгие годы, чтобы вы могли долю рынка брать. А чтобы забрать долю рынка, надо быть стратегом. Если у вас есть конкуренты, вы обязательно должны иметь крутую стратегию. Если есть конкуренция, значит необходима стратегия. Поэтому стратегия нужна, где есть конкуренция. Поэтому обязательно прочитайте эти книги «Стратегия Голубой океан» или читайте «Маркетинговые войны». Очень крутая книга, это там Джек Траут, да, и прочитайте эти книги. «Маркетинговые войны», как раз он описывает именно все, скажем, именно он разделяет этапы стратегии, обороняющие или нападающие, или фланговые, какой вы стратегия будет лучше для вас подходить. Вот он описывает и примерами, кейсами, прямо реальными кейсами, там очень много примеров для человека, который стратег или управленец, он могут брать для себя очень колоссальные вещи, очень крутые вещи могут брать для себя, чтобы эти вещи использовать для развития своего стратегии или бизнеса. Дальше, вот, или прочитайте книга, биографические книги, которые очень крутые по этому направлению, это «Продавец обувь». Это про историю, как компания Nike формировалась и так далее, «Продавец обувь». Вот крутая книга. Всего с $50 он начинал свой бизнес, получается. Вы видите, когда вы изучаете биографию таких крупных компаний, вы поймете, как построились эти компании. И вы сами, главное, осознаете, что это несложно. Это так точно так же, как просто. Или прочитайте книгу «История Kia».
История Kia, как создавалась эта гигантская компания, которая по всему миру Kia, да, мебель продает. Очень хорошая книга, мне очень понравилась. Или читайте книга, называется «Цель». Там два части «Цель 1», «Цель 2». Очень крутые книги. Как раз вы там поймете, даже когда как выращивать бизнес и как продавать, кому предлагать, почему конкуренты иногда порой превращают в покупателя или в партнера и так далее. Очень крутые вещи там написано. Вот. Или книга «Великий по собственному выбору». Очень крутая книга. «Великий по собственному выбору». Там приводятся как раз примеры с альпинисты, которые, можно сказать, там, которые этот Северный полюс покоряли и так далее. И приводится куча примеров реальные. Там тот человек, людей, которые Эверест покоряли и так далее. И потом аналогия приводится в бизнесе, как это в бизнесе работает и так далее. «Великий по собственному выбору». Очень крутая книга. Автор, эта книга, название автор забыл, но у него есть, я прочитал у него пара книги. Вторая его книга «От хорошего к великому». Крутые книги. То есть, если вы бизнесмен высокого ранга, бизнесмен сильного уровня и так далее, читайте вот эти книги. Видите, для каждого разного этапа вашей жизни вы должны почитать именно те книги, которые необходимы и нужны. А если вы занимаетесь бизнес-недвижимость, теперь уже специализация должна быть. То есть надо читать книги по вашей, например, направлению. Если вы магазин держите, соответственно, читайте именно по мерчендайзингу, почитайте как по логистике, по управлению, там, скажем, портфель продукта и так далее, и так далее. Это то, что касается именно вашего бизнеса. Если вы недвижимость, читайте книги по недвижимости. Там куча всяких риэлторы писали огромное количество книг по недвижимости. У Роберт Кийосаки есть «Инвестиция на недвижимость», тоже книга. Можете прочитать их. Вот такое. Или если у вас малосредний бизнес, можете прочитать мою книгу «Я и деньги 2». Это очень хорошо поможет вам. «Я и деньги 2». Очень сильная книга для бизнесмена, который хочет потихонечку систематизировать, потом расширяться и так далее. Или мою книгу «Как стать миллионером. Территория СНГ». Эта книга как раз позволяет вам идеологически, стратегически думать, разработать хороший бизнес-модель, конкурентный бизнес-модель и так далее, и так далее. Очень крутые книги эти. Просто надо эти вещи изучать и делать. Изучать и делать. Вот. Вот, дорогие, таких книг очень много. Потом, соответственно, не забудьте, что прочитать книги, которые сейчас вам помогают, то есть по специализации того бизнеса, который вы делаете и так далее. А если вы политик, если вы политику строите, я имею в виду карьеру строите в политике и так далее, читайте книги 48 «Законы власти», Роберт Грин, по-моему, автор. Крутая книга, давно прочитал, но очень сильная книга. Или этот Макиавелли, там есть «Государь», книга «Государь», очень крутые книги. Видите, в любом сфере жизни есть очень много хорошей книги, которые вы можете прочитать и приобрести для себя классные вещи. Я хочу вам сказать, или вот внимание обратите, прочитать книгу – это одно, но его надо изучать. Не просто прочитать, а его надо изучать. Изучайте эти книги, практикуйте их, пожалуйста. Внедряйте в своей жизни. Внедряйте. Или есть книга там «Финансист». Если вы по деньгами управляете, хотите такой финансист, такая книга, так называется, «Финансист». Автор не помню. Видите, я очень много... У меня плохой память по имена людей, но проблемы и ситуации запоминаю вечно, а имена людей забываю. Ну, вот, наверное, на это я мало внимания обратил, поэтому, что ли. Вот такие дела. Теперь, почему надо много читать? Читайте много, но нужное. Ну, своевременно. Все подряд не надо читать. Ваш мозг должен свободно быть, чтобы думал. Ваш мозг свободно должен размышлять. Помните, я говорил в начале, наверное, кто-то из вас попозже присоединился, я говорил в начале, что помните, что наш мозг – это не хранилище информации, это не сервер для хранения, или не жесткий диск, или что-то. Наш мозг – это процессор для принятия решений. Чем качественнее решение, тем лучше жизнь у вас будет. Поэтому нужно, чтобы вы отточили свое сознание. Когда вы много читаете, у вас есть, соответственно, способности думать.
Чтение влияет на ваше мышление, чтение влияет на вашу структуру мысли. Понимаете, когда вы рот открываете, вы миру говорите о том, кто вы. Понимаете, люди, когда рот открывают, сразу видно, кто они, что они и так далее. Знаете, вы можете делать вид, что вы богатые, вы можете пойти кредит брать машину, ездить. Вы можете пойти кредит там покупать, ипотека, квартира и делать вид, что вы состоятельный человек. Самостоятельные, свободные и так далее. А вот знаете, делать вид, что богатый, возможно, у вас получится. А вот делать вид, что умнее, не получится. Потому что рот открываете, все видно, что у вас там. Кто-то рот открывает, просто у него все там воняет. Это означает, что бессмысленные слова, грубость, никакие полезные слова нету, ничего хорошего нету. Ни его самого и другим. А есть люди, которые рот открывают, и хочется их слышать, и потому что в каждых их словах можно найти много ценностей, которые могут изменить твою жизнь. Вот. Это была серия определенное количество книг, которые я рекомендовал. Иногда люди мне говорят: Давлатов, рекомендуйте мне книги, которые изменят мою жизнь и так далее. Ребята, одна книга не изменит вас. Поверьте, это похоже, что один раз посещение тренажерного зала не всегда дает вам красивую фигуру, или вы не похудеете с одного раз посещения тренажерного зала. Похоже на этого. Поэтому одна книга, возможно, поможет вам давать несколько идей, несколько мыслей. И эта одна мысль, возможно, принесет в вашей жизни очень глобальные изменения. Поэтому иногда одна книга может изменить вашу жизнь, может быть, не изменит вашу жизнь. Но если вы продолжаете, 100 книг прочитайте, однозначно это изменит вашу жизнь. Однозначно. Неважно, в каком этапе вы сейчас находитесь, вы успешный, неуспешный, вы студент или вы взрослый человек и так далее. Не имеет значения, в каком этапе вы находитесь, читайте в обязательном порядке, потому что чтение ваш мозг держит свежими, ваш мозг держит в тонусе, и ваш мозг держит в состоянии мыслительного процесса. Поэтому неважно, сколько вам лет, продолжайте читать, потому что чтение это тренировка для ума и так далее, очень-очень необходимо даже. Поэтому, если кто-то мне говорит: мне уже 60 лет, или мне 50, или 70, якобы я все пережил, я говорю: подожди, перестань так думать даже. У меня в зале сегодня сидела женщина, она, я забыл город, с России она, ей 66 лет. Вы знаете, она делала конспект, наш YouTube-канал, 17 тетрадов. 17 тетрадов полностью конспектировала. Она мне сказала, что я конспектировала ваш YouTube-канал в протяжении 2-2,5 года, и потом открывала свой бизнес. Она производит это для фасада, стройматериалы и так далее. Ей 66 лет, я восхищаюсь ей, и очень она для меня яркий пример. Таких людей очень уважаю. Почему? Потому что, вы представляете, ей 66 лет, но она идет за свою мечту, она старается что-то новое делать, быть полезным и оставшись в своей жизни прожить полезным, чтобы принести какая-то польза. Деятельность, которой она занимается, она полезная. Жизнь надо всегда потратить на то, что принесет пользу окружающему миру. Некоторые меня спрашивают, чем заниматься и так далее, что вы рекомендуете. Вот что я вам рекомендую. Когда вы выбираете свои деятельности, пожалуйста, первое, эта деятельность для вас должна быть важным. Когда она для вас важным, вы будете легко пережить неудачи, но не будете сдаваться. Будут критики, будут ошибки, вы не будете сдаваться, потому что это важно для вас. Это очень важно для вас. Поэтому вы будете продолжать и никогда не сдаваться. Поэтому первый показатель – займитесь то, что важно для вас. Второе – это полезно для окружающих. Она должна реально быть полезной. Иногда люди меня спрашивают: Давлатов, есть у вас какая-то миссия и так далее? Да, я давным-давно определил эту миссию для себя. Быть полезным человеком всегда и везде, во все времена своей жизни. То есть хотя бы быть полезным другом, быть полезным. В данный момент я пытаюсь быть полезным для хоть кого-то из вас. Хоть если кто-то из вас из этой встречи берет для себя что-то важное, я считаю, что я выполнил свою миссию. Вот. Быть полезным, скажем, человеком в обществе, быть полезным руководителем, быть полезным бизнесменом. Через свои книги,
я стараюсь быть полезным, через тренинги, через свои бизнесы, создавать хороший продукт и так далее. Это моя личная миссия. Я давным-давно это делал для себя выбор и никогда не делать то, что она не принесет пользы кому-то. И хотя бы она должна быть, даже я рот не открываю, просто так никогда не надо разговаривать. Она должна быть либо полезна в этом мире, либо в том мире. Только говорит то, что либо полезно в этой жизни человека, либо можно сказать, в следующей жизни человека, по крайней мере, хотя бы. Вот в таком духе. Я сейчас рассказывал вам несколько очень-очень полезных книг. Поэтому, а если вы мне говорите, назови одну книгу, которая изменит жизнь, я скажу вам, это Коран и Библия. Только одна книга, это Коран и Библия, соблюдая все его ценности, его, можно сказать, принесете это своей жизни, делайте образ жизни, тогда это конкретно изменит вашей жизни. Если вы одна книга говорите, значит читайте Коран и Библию. А если вы говорите, что профессиональные книги и так далее, на том этапе вашей жизни читайте те книги, которые я рекомендовал. Я думаю, что эти вещи изменят вашу жизнь кардинально навсегда. Но если вы их практикуйте, соблюдайте. Теперь я готов ответить на несколько вопросов. Спасибо, что, ребята, вы со мной. Я очень-очень горжусь, что вы со мной. И надеюсь, что наша беседа для вас хоть какой-то пользу дает. Старший брат, можно ли открыть фабрику или завод сотовых телефонов в СНГ? И какой стран из них ваш совет лучше подходит? Вы, Гафурджон, не обязательно открывать вам завод по сотовый телефон. Вы сборка сделаете. Занимайтесь сборками. Просто можете делать это там, где больше нормальные льготы, где свободная экономическая зона, где больше рынок и так далее. Изучайте законы каждого государства, где дают хорошие льготы, в зависимости от вашей инвестиции и так далее, и открывайте его в свободной экономической зоне, чтобы вы могли на растаможке и так далее, иметь выгодные условия и так далее. Просто откройте всех по сборке этого, потому что эти детали, которые для сотового телефона у нас почти не производятся нигде. Нигде дисплей или чего-то не производит территория СНГ. Вы можете их просто заказать откуда-то, а здесь заниматься сборками. Тогда это помогает вам минимизировать кучу ваших расходов на растаможки, на того и так далее. А потом выбирайте локацию так, чтобы оттуда было легче распространить этот продукт и так далее. Вот. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, деньги в сетевом как будут по исламу? Деньги в сетевом? Смотрите, ребята, сетевой маркетинг – это один из бизнес-моделей. Как традиционный бизнес есть дозволенный бизнес, например, кафе, скажем, или там продавали лепешки, одежды, недвижимость и так далее, это дозволенные, например, бизнесы. И есть тоже по религии недозволенный бизнес. Это что? Игровые автоматы, продавать водки и так далее. Если вы мусульманин, конечно. Вот. Соответственно, точно похоже на этого. Есть сетевые компании, то есть тоже дозволенные, есть недозволенные. Просто вам нужно разбираться в них, понимать их, что из них дозволено, что нет. Вот. Если вы даже занимаетесь, не знаю, сетевой маркетинг или хоть традиционный бизнес, посмотрите только на полезный бизнес. Если его продукт полезный, пожалуйста, займитесь. Если от этого продукта польза есть народу, пожалуйста, идите, делайте. Если и от этого пользы нет, не займитесь, не делайте эти вещи, потому что она того не стоит. Вот. Жизнь не надо тратить на то, что не принесет пользу окружающему миру. Ассаламу алейкум. У меня есть машина, можно его обновить, при этом будет долг. 1,5 миллиона. Я в такси работаю. Или на этом машине работает. Машина эконом. Так, брат, комфорт. Все зависит от того, какой у тебя цель. Если вы работаете таксистом и так далее, тогда, конечно, имеет смысл поменять. Почему? Потому что с грязной машиной, с сломанной машиной, можно сказать, старая машина, вы не можете нормально работать. Всегда покупайте хорошие машины, которые не из салона. Салона покупайте, если вы как раз работаете таксистом, из салона не надо брать. С салона берешь, сразу 15-20% дешевеет эта машина, как выезжать из салона. Поэтому купите машины, которые полгода или год у них, но хорошее состояние. Тогда такие машины вы обычно берете по сравнению с салона на 20%, 15% дешевле, или иногда даже до 30%. Потому что любая машина с салона, когда выезжает, 15-20% дешевеет, потом год он держится на одно цене, потом еще 2-3, потом
потом падает цена вниз. Поэтому приобретайте такого рода машины, которые полгода или год, а потом 2 года езжайте, сразу продавайте. Заменяйте на новое, потому что вы работаете, это ваш источник дохода и так далее. 2 года езжайте, а потом вы продадите его на той же цене, которую вы купили. Обычно так. Получается, что то, что 2 года вы ездили, аккуратно, если будете ездить, это будет дивидендом на ваши деньги. Когда фильм можно на YouTube посмотреть? То есть вы имеете в виду фильм «1 на миллион», это мой фильм. Сейчас он идет в интернет-кинотеатрах и так далее, по-моему, Киева, или как называется, администрация само. Кто из вас здесь, напишите, где сейчас в данный момент фильм идет на прокат, чтобы люди могли зайти, посмотреть и так далее, увидеть. Как найти деньги на учебу или на открытие бизнеса, если маленький доход. Смотрите, для открытия бизнеса я не рекомендую брать долги. Не рекомендую. Если вы понимаете, вы должны понимать, если вы берете деньги на новый бизнес, который вы никогда не делали, и вы не знаете, как это пойдет, не пойдет, сколько берете, столько у вас будут проблемы. Например, берете 20 тысяч долларов, и у вас будет на 20 тысяч долларов проблема. Вдруг, если не пойдет это бизнес. Поэтому, что я рекомендую? Работайте где-то на зарплату. Сначала станьте, достигайте уровень важного сотрудника, незаменимого сотрудника. Достигайте такого уровня, чтобы вас увольнять было невыгодно. Достигайте такого уровня. И работайте на комиссионный, не на зарплата. И если зарплата, она должна быть часто фиксирована, основной часть должна быть как в виде бонусная, чтобы она была у вас как в виде комиссионная. Когда это позволяет вам повлиять на свой доход самому, и всегда принесите результат. Помогайте компанию достигать цель компании, тогда вы станете важным сотрудником, которые будут очень ценить вас в компании и поднимать вас по карьере. Соответственно, когда поднимать вас по карьере, у вас доход растет, возможность растет и так далее. Потом подойдите к своему шефу, предлагайте, смотрите, сначала вы должны в это время, пока вы дойдете до этого, внедрять 5 крутые идеи, свои идеи в компании, чтобы это либо экономил, сократил расходы компания, либо это удваивал прибыль компания, либо создать какой-то продукт, чтобы новый ассортимент увеличивался и прибыльный ассортимент был в компании, либо новый регион открыть. То есть 5 вещей делайте для компании, то, что влияет на его прибыль, на его конкурентоспособность и так далее. Если вы 5 вещей сделали круто, потом подойдите к своему шефу, скажите, пожалуйста, дайте мне небольшую долю от прибыли со следующей точкой или следующем магазине, или следующем кафе, или следующей гостинице, где вы работаете. И вы согласны, что вот это 5 вещей я сделал хорошо, и значит я могу. У меня есть еще 5 или 10 крутые идеи, которые внедрял бы в вашей компании, чтобы ваша компания стала сильнее и так далее, и так далее. Предлагайте таким образом, и я гарантию дам, что сильные бизнесмены сразу берут вас партнером, помогают вам развиваться. Так что это более безрисково. Это, видите, это путь, нету риска. Вы можете без денег иметь точно так же долю прибыли со временем, стать хозяином бизнеса. Ошибка, которую делают сотрудники в чем, наемные работники, она заключается в том, что они думают, что работают на дядя. Только 3% людей думают, что работают на себя. 97% людей думают, что работают на дядя. И это есть их основная ошибка. Если вы хотите стать успешным, вы работаете, как будто вы работаете для себя. Потому что самое главное – вкладывать усилия от чистого сердца, чтобы расти в этой компании, добиться серьезных результатов. Поэтому вы дойдете до уровня партнера, имея долю от прибыли. С 2008-2009 года я активно занимался бизнесом. До 2011 года у меня ничего не получилось. Что бы я делал, все заканчивалось банкротством, проблемами и так далее. С 2011 года начал делать бизнес. До 2014 года я отдавал долги и так далее. Параллельно делал бизнес и параллельно отдавал долги от дохода своих бизнесов и так далее. Параллельно работал. И за эти годы вот что понял. С 2011 года до сегодняшнего дня ни один сильные ключевые кадры, которые я вырастил, ни один из них не ушел от меня. Они до сих пор работают со мной. Даже есть кадры, которые с 2009 года работают со мной. Да, те, которые со стороны я нанимал, они уходили, потому что в чем-то не смогли складываться с моей командой и так далее.
Но те, которые выросли, они никуда не ушли, они всегда работают со мной. Почему? Потому что надо давать шанс, чтобы в рамках твоей компании люди могли достигать своей мечты, своей цели. Я всегда своим сотрудникам говорю так: научись искать деньги внутри нашего холдинга, внутри нашей компании. Если ты растешь, станешь сильным, добро пожаловать, мы тебе сами помогаем стать лучше и так далее. Пожалуйста, делай. Вот. Кто-то пишет: когда видит книга, я инвестор. Я много жду эту книгу. В этом году я работал очень много. Правда, многие вещи анализирую, делаю, поэтому эта книга еще не вышла. Я работаю на него. Вы не представляете, книги писать сколько труда занимает. Огромное количество труда. Видите, мои книги держат мой опыт. Поэтому, когда вы читаете мои книги, там есть мой голос. Все мои книги – это мой реальный пережитый жизни, опыт и так далее. Поэтому, когда вы их почитаете, они отличаются от любого какой книги и так далее. Поэтому сейчас еще определенные вещи я практикую, несколько вещей, чтобы потом внедрять в эти книги. Думаю, что до весны, иншаллах, март-апрель где-то эта книга выйдет, иншаллах. Вот. Как вот здесь кто-то пишет, вот. Чтобы открыть салон красоты, как мне найти инвесторов? Я 10 лет работаю в этой сфере. Молодец. Если вы 10 лет работаете в этой сфере, несложно вам найти инвестора. А самый первый инвестор, кто могут быть ваши инвестором? Тот ваш бывший хозяин. Тот, с кем вы работаете. Помните, первое заинтересованное лицо – это тот, с кем вы работали. Предложите в первую очередь ему. Скажите, что откройте вторую парикмахерскую, давайте я буду управлять и так далее, и так далее. И скажите, дайте мне 30% от прибыли, я все организую сама, вы просто инвестируете в это. Если вы 10 лет работали, вы сильный сотрудник, он видит вас, он как раз есть тот человек, который знает про вас все. Ваши плюсы, минусы и так далее. В чем вы способны, в чем сильны, в чем вы слабы. Он знает про вас все. Так что это самый первый, кому приложить. Если он не согласен, тогда ищите другого. Но ищите, продолжайте искать до тех пор, пока не найдете. Здравствуйте, мы два парня, сварщик. В Российской Федерации работаем. Наше дело не идет, как нравится шефу. То есть не идет. Ну тогда развивать свои компетенции. Если ваше дело не идет, как нравится шефу, это же не просто так. Значит, вам надо развивать свои компетенции. Развивать свои компетенции. Вот. Работать над своим профессионализмом. Дальше. Программа хочу одеть. Чешмай.com Кайсармига. То есть программа Чешмамет скоро начнем. Скоро начнется. Думаю, что до конца февраля или в начале марта уже начинается. Будут очень крутом версии. Это очень хорошо. Он идет, эта программа на таджикском языке. Вот. Как думаете, как лучше зайти на новый рынок? То есть я пробовал в розницу товары, теперь еще выйти на оптом. Как это лучше сделать? Какую цену ставить на товар ниже, чем у конкурентов или также? Конечно, если вы оптовик, вы небольшой маржа держите. А если вы розница, это совсем другое. Маржа в рознице должно быть больше, например, в районе 50, 70, 100%. В рознице и то еле окупается. А в оптовое в районе 20-25%, максимум до 30% достаточно для оптовика. Почему? Потому что вы торгуете оптом, вы берете массовыми объемами и так далее. Поэтому работайте так. Если вы оптовик, никогда большой маржа не накручивайте, иначе дело не пойдет. Вот. Какие книги рекомендуете прочитать? Я только что, Шахбоз, рекомендовал огромное количество книг. Вот эта запись повторно вы послушайте, вы как раз будете знать, какие книги рекомендую, потому что я очень много книг рекомендовал, в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь. Надо читать книги, которые в какой ситуации вы находитесь, такие книги надо читать. Какой бизнес открыть в Туркменистане, посоветуйте, пожалуйста. Дорогой мой, я ни разу не был в Туркменистане, но я могу тебе сказать так, что у вас регион закрытый, если ты на экспорт что-то-нибудь придумаешь, бизнес, было бы вообще лучше и хорошо. Вот. Поэтому, если вы не знаете, чем заниматься и так далее, откройте бизнес в том сфере, где вы работаете, где вы понимаете. Понимаете?
не надо делать бизнес там, где вы не понимаете. Если вы будете делать бизнес в сфере, где вы не профессионал, вы потеряете деньги. Вот, поэтому делайте бизнес в том сфере, где вы профессионал. Сначала накопите навык и умения. Сначала накопите опыт, а потом делайте бизнес. Наставник, хочу купить квартиру, ипотеки купить или нет? Ипотеки можешь купить только в одном случае. Только в одном случае можешь купить. Если ты видишь, что ежемесячная оплата, которую ты платишь, она погашает твою ипотеку и так далее. Чем эти деньги отдавать на воздух, лучше бери ипотеку, плати за свою квартиру. Если ежемесячная оплата, которая за квартплата платишь, это могут погасить сумму за погашение ипотеки. Тогда бери. Как можно открыть цементзавод? О, очень круто, Айбек. Цементзавод, чтобы открывать, это побольше сумма нужен. В среднем в районе 15 до 20 миллионов долларов. Если у тебя есть такие суммы денег, иди бери карьеру. Сначала иди просто найди карьеру, которая, где это сырье. И потом найди хорошего, можно сказать, человека, который уже построил цементзавод. Потому что там столько проблем, что ты даже представления не имеешь. Сколько ошибки там, ой-ой-ой. Поэтому нанимай, типа как консультанта, того, кто это уже много раз делал. Уже это делал много раз. И они могут построить тебе нормальный именно цементзавод. Нормальный цементзавод могут тебе помогать, построить и так далее. Но помни, от 15 до 20 миллионов долларов тебе денег нужны. Немножко потерял деньги, пишет Баха, немножко потерял деньги. Какой небольшой бизнес делать в Москве? Начни работать продавцом. Без денег можно стать продавцом. Понимаете? Без денег. Просто можешь начинать просто без денег стать продавцом. Работай продавцом на комиссионе, потихонечку накопишь деньги, а у тебя немножко денег появится. А потом продолжай то, что хорошо умеешь продавать. Самый лучший навык – это навыки продажи. Вот. Самый лучший навык – научитесь продавать, тогда у вас однозначно рано или поздно вы станете бизнесменом. Если вы не умеете продавать, не умеете продвигать продукцию или свои услуги и так далее, очень тяжело стать бизнесменом. Как внедрить вашу систему по управлению семейного бюджета, если у меня нестабильный и еженедельный доход, ежедневный? Это нормально, дорогой. Ты каждую неделю делай. То есть так, смотри, ты пишешь систему, и каждый день сумма, которая попадает, раскидаешь так. В неделю один раз, в неделю раскидаешь по этой системе, и, соответственно, 45% попадает у тебя как собственный счет оттуда, да, и вытащишь его, и как зарплата живи на это. До следующей недели. Следующей неделе опять раскидай. То есть, получается, каждый день накопишь, в неделю раскидаешь. Накопишь, раскидаешь. Помни, что вот это твой собственный счет очень важную роль играет, чтобы ты фиксированно себе платил, чтобы если доход вырос, расходы не выросли у тебя. Внимательно прочитай книги «Я и деньги» один, или прочитай внимательно, или послушай тренинг «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев», и ты научишься, как это делать. Как привлечь детей интерес к книгам? Очень хороший, Айгуля, очень хорошая вещь. Как я обучал своих детей читать? Чтобы они поняли, что быть умным выгодно, чтобы быть самостоятельным выгодно и так далее, я всегда даю им какая-то награда. Например, ребенок говорит: папа, купите мне там, не знаю, там часы, или там телефон, или спортивки, кроссовки, или чего-то. Я говорю: сынок или доченька, в этом мире ничего даром не дается. Ничего в этом мире даром брать нельзя. Так что давай составь план. За каждую пятерка, когда они хорошо учатся, они у меня получают энную сумму. Они накопят эту энную сумму, покупают то, что им нужен. Или книги. Я говорю, вот, я сам подбираю книги, исходя из их таланта, их способностей и так далее. Я говорю: дочь, прочитай вот эта книга, вот эта книга, вот эта книга. Я даю им задание эти книги. Они прочитают эти книги. Если прочитали эти книги, рассказывают мне и так далее, энную сумму получают. Таким образом я их мотивирую и так далее. Почему? Я просто хочу, чтобы таким образом мои дети поняли 4 важные вещи. Первый. Умным быть выгодно. Это действительно так. Умным быть всегда выгодно. Второе. Они поймут, что можно через знания разбогатеть. Не обязательно пойти где-то пахать и так далее. Третье.
Если они умеют сохранить, я еще бонусы даю. Они поймут, что сохранить деньги это всегда выгодно. И третья вещь. Самое главное, у них закладывается в голове, что за все надо иметь план. Например, приходит ко мне и говорит: папа, хочу купить там то-то. Дочка у меня, помню, недавно сказала: папа, я хочу купить там, купите мне новый планшет. Я сказал: доча, какой у тебя план? Она пошла, почитала, пришла мне и говорит: 45 надо получать, еще в спорте такие достижения имеет, она занимается у нас там в спорте и так далее. Я говорю: вот, и вы понимаете, вот есть показатели, как KPI в бизнесе. Я так и делаю, своих детей так и обучаю, так воспитываю. Я не хочу, чтобы мои дети были просто, может, как называть это, просто даром что-то получали, потому что тогда они будут потерять все то, что я создал в этой жизни для них. Здравствуйте, строим здание, хотели сначала магазин, но смотрим, как люди устают, пропало желание. Можно открыть кафе, прибыль тоже будет хорошая, чувствую, но спиртное как бы харам, то есть без вы не знаете, что делать, я так понял. Откройте то, что вы понимаете. Можно открыть кафе и тоже не зарабатывать. Поверьте, есть огромное количество кафе, которые тоже не зарабатывают. Понимаете? Может и такое быть. Поэтому откройте то, что вы сами хорошо понимаете. Садмурод, у меня есть вопрос. Я студент, и у меня есть 10 тысяч долларов. Что я делаю? Если вы студент, и у вас есть 10 тысяч долларов, я бы рекомендовал вам эти 10 тысяч долларов вложить в свои мозги, если вы студент. Это один вариант. А если вы себя считаете очень умными, и вам больше ничего учиться, тогда небольшой бизнес откройте. Небольшой бизнес, на который можно 7-8 тысяч, чтобы хватало. Это может быть какой-то небольшой, там, скажем, киоск, или продажа мороженого, или продажа, там, не знаю, что-то такое, шаурма, или там фастфуд, или что-то такое, чтобы вот с этими деньгами вы могли что-то делать. А если вы какой-то сфера профессионал, вы скажете кому-то, что вот мой бизнес-план, вы разработаете, и вы говорите: 10 тысяч у меня свое, а ты инвестируй мне 20 тысяч и так далее. Но если вы где-то будете профессионалом, поскольку вы студент, я точно знаю, что вы ни в одном сфере еще не профессионал, только не знаю, откуда у вас 10 тысяч долларов. Я не могу понять. Значит, вы подработали, накопили их. Вот откуда накопили эти деньги, значит, там откройте бизнес. Вот что рекомендую. Потому что вы там точно уже знаете, как зарабатывать. Я айтишник, хочу создать интернет-магазин в Таджикистане. Как Озон? Какой совет дадите? Ого, прямо все хотят стать как Озон, как Amazon и так далее. Конкуренция очень слишком большая в этом, платформах и так далее. Но попробуй. Попробуй, брат мой, потому что к этому все равно люди придут. Но от того, что в Таджикистане интернет слабый, 2 года назад один из моих учеников попробовал открывать интернет-магазин по одежде, помню. Я ему тогда сказал: народ не готов, он не поверил мне. Ну, несколько десятков тысяч долларов потерял он точно, потом понял. Потом пришел на офлайн. Думаю, что еще пара лет есть для этого. Потому что интернет дорогой там, поэтому. Откуда взять энергию? Ставил четкие цели, реальные, но не могу держать дисциплины. Энергия, сила, воли не хватает. Асхат пишет. Да, успех, она напрямую связана с вашей энергией. Понимаете, я буду советовать то, что мне помогает, Асхат. Возможно, вам это подходит. Если подходит, делайте этого. Что мне помогает, то я рассказываю. Вы можете попробовать это делать. Думаю, что это тоже вам поможет. Первое, что мне помогает, я переписываю свои цели. У меня есть тетрадь, я приписываю свои цели, чтобы фокус у меня был всегда в цели. Когда у вас в голове фокус на своей цели, у вас постоянно энергии много, потому что ваши мысли заставляют ваше тело подчиняться и так далее. Второе, я иногда играю со своими детьми. Дети меня вдохновляют, дают надежду и так далее. И третье, заниматься спортом. Понимаете, даже элементарный, даже простой. В день просто хотя бы 3-4 упражнения делайте каждый день стабильно. Приучите себя постоянно это делать. Это очень сильно помогает. Потом, какие у вас хобби есть? Это теннис, это плавание, это сауна, это париться, или лыжа, или там что у вас там, какие хобби есть? Займитесь этим. То, что одновременно это хобби, одновременно это как спорт. Вот. Молитва помогает. Просто идите, сосредоточьтесь, молитесь. Просто успокойтесь и сильно молитесь. Это очень сильную энергию.
ваше сознание очищается. Именно тренировка воображения помогает, очистка сознания помогает. Почему вы устаете? Потому что у вас в голове очень много Когда в голове очень много мыслей, это все начнет давить на вас. Надо стараться, чтобы голова была свободна. Тогда вы не устаете. Думаю, что за годы своей работы я понял, если вы научитесь правильно планировать, усталости не будет. Но планируйте так, чтобы все текло спокойно, как река. Вот эта река надо создать. Не надо, чтобы то густо, то пусто было. Планируйте так, чтобы все как река текло. Спокойно и стабильно, не напрягаясь и так далее. Вся секрет в планировании. Энергия у вас будет много, если вы правильно планируете свое время, 24 часа в сутки и так далее. Вот. Эти вещи очень сильно помогают, дают энергию. Мне эти вещи помогают. Медитация помогает и так далее. Чтение книг помогает. Прочитая книгу, когда ты читаешь любую новую книгу, новые мысли попадают в голове, а новые мысли всегда тебе дает энергия. В самом обучении здесь много энергии. Например, вы сейчас меня слышите, однозначно какое-то вдохновение есть, однозначно у вас внутри какая-то, знаете, вот надежда есть, потому что в учебе есть надежда. В учебе есть духовности. Понимаете? А пессимизме нету надежды, в пессимизме нету духовности. А в учебе есть она. Поэтому, когда учитесь, тренинги и так далее, это все очень много энергии дает. Временами слушайте, пожалуйста, YouTube-канале. Сейчас я читаю, что сейчас огромное количество крутой информации в открытом доступе, YouTube и так далее. Это очень сильно помогает. Все зависит от вас, насколько вы человек, активнее, хотите добиться успеха и так далее. Дорогие мои, большое вам спасибо. Рад был с вами общаться сегодня. До новой встречи. Пожалуйста, снова послушайте эту запись, чтобы знать, какие книги очень актуальны и необходимы в том этапе вашей жизни, который вам в данный момент нужны. К вашим услугам бизнес-наставник с Востока. Я себя читаю именно человеком, который служит народу. Так что до новой встречи. К вашим услугам. Всего доброго. До свидания.